Бачым на прыкладзе, калі пан Езус мые ногі сваім вучням. Так ён загадаў нам кіравацца ў жыцці гэтым прынцыпам любові. Гэта мой запавет. І каб вы любілі адзін аднаго, як я узлюбіў вас. Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Пан з вами. І Духа. Шановні ксьонсіяни, дозвольте сьогодні повіншувати вас з цим святом ад ім'я у своїй парафії. Колись ви не побоялись, почули голос Бога и не побоялись ему сказать так. И пошли, как сегодня в этой песне так добро было сказано, поплыли зим разом по морю розных выпробований. Святар, кто ты? Не існуєш сам по себе, воз нічого, не живеш для себе, воз являешься посредником у Бога, не живеш сам, бо отданий костелу, не належиш себе, бо ти слуга усіх, не з'являєшся уже собою, бо Бог єсть у тобі. Ким же ти єсть, святар? Нічим і усім. Дозвольте сьогодні подякувати не тільки Богу за таку можливість, що ви служите в нашій парафії, але подякувати вам всім, що ви знаходите час на розмови знань, терпливо нас слухаєте, не просто слухаєте, але ще нас чуєте. Особливо дякую за вашу послугу і за вашу працю з нашими дітьми і з молоддю, бо це наше будущее. Так само просимо від ім'я усього парафії пробачення. Не завсёды ми чуємо, що ви нас просите, не завсёды ми усміхаємося, не завсёды виконуємо те, що треба було зробити. І пожадати вам у вашій нелегкій праці опіки Матері Божої, Божих ласкав, здоров'я в нелегкий час епідемії. Але хочеться ксенсіям, щоб ви завжди пам'ятали, що коли вас Бог вибрав, Він ніколи не покине. Він буде завжди з вами. У тяжких хвилинах, Боже, діти, коли ви озирнетеся назад і побачите кроки, зрозумієте, що це не ваші кроки, а це Єсус вас несе на своїх руках.
Ношу святарскую, возьми не кожи, не кожи покине свой дом и батьком. Люди, прошу вас, и в день, и в ночи, за все вы молитесь, за святаров. Навод колени легким житё их подастся, только катиною за алтаром. Люди, прошу вас, молитесь часто, часто молитесь за святаров. Ношу святарскую, возьми не кожный покине свой дом и батьком. Люди, прошу вас, молитесь часто, молитесь вы за своих святаров. Навод колени легким житё им подастся, только катиною за алтаром. Люди, прошу вас, молитесь часто, часто молитесь за святаров. Дякую великі за пригожне пожадання, за правду, щоб це все збулося завжди у цей день. Дякую Пану Богу за дар покликання не тільки мені, але усіх святарів на землі, за дар установлення сакраменту святарства і усвідомляю, що святар – це не той, якому повинен служити люди, а святар – це той, який повинен служити людям. Святар – це не той, який узятий от Пана Бога, а святар – святво, есть навіть такий малюнок, святар не народжається, а святаром чоловік становиться. Молитесь так само об новых святых покликаниях, как серед вас ніколи не бракувало тих, хто буде ділитися Словом Божим. По-перше, це покликання святарське, або як це Слово Боже узростало у кожному з нас. Эту святую мшу справую в этой інтенції подяки Пану Богу за дар покликання, а так само з просьбою об нових святих покликаннях до служби святарської, законної і місійної. Перепросим за наши грехи, как мы могли годно сложить гэтую наисвятейшую ахвяру. Сподадаюся Богу Всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятаем. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Yeah.
Молимся. Божа, ми ушановуємо найсвятейшую ахвяру, подчас якой Твой одинородный Сын перед тем, як отдать Себе на смерть, покинул костелу новую и вечную ахвяру и по силах своей любови. Просим Тебе, дай нам з этой великой таємниці черпать полноту життя и любови. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог бразу все веки вечные. Аминь. Літургія сьогоднішнього вечора розпочинає шматгодову успомін святом нашого визволення, описанням споживання пасхального ягняці, яким кормився вибраний народ у ніч його визволення. Це визволення було початком так само і нашого визволення, здійсненого Христом, Баранком Божим, який про свою кров вибавив нас з неволі, граху і смерті. Читання книги Зыходу. У тыя дні сказал Пан Моисею и Аарону у землі египетской: месяц гэты няхай будзе у вас пачаткам месяцаў. Ён для вас будзе першым сярод месяцаў года. Звярніцеся да ўсёй грамады Ізраіля і скажыце: у 10-й дзень гэтага месяца няхай возьме сабе кожны ягня для сваёй сям'і, ягня для дому. Калі ж сям'я будзе малая, каб з'есці ягня, то няхай разам з бліжэйшым да яго дому суседам возьме ягня паводле колькасці людзей. На кожнага столькі, колькі можа з'есці, разлічыце гэтае ягня. Ягня павінна быць без заганаў, самец аднагадовы. Выбраць можаце яго з ягнят або казлянят. І будзе яно ў вас да 14-го дня гэтага месяца. А пасля уся грамада Ізраіля зарэжа яго на змярканні. І возьмуць ягоную кроў і пазначыць ёй гушакі і бэльку над дзвярамі ў дамах, дзе будуць есці яго. Няхай у гэтую ноч з'ядуць мяса ягонае, спечанае на агні, будуць есці яго з праснакамі і горкімі травамі. Так будзеце есці яго. Сцёгны ваши будуць апаясаныя, сандалі на ногах ваших і кій ваш у руках ваших. І есці будзеце паспешліва, бо гэта Пасха Пана. У гэтую ноч я пройду по землі егіпетской і заб'ю кожнага першынца ў землі егіпетской, ад чалавека аж да жывёлы, і учиню суд над усімі богамі Египта. Я Пан, і будзе кроў знаком на ваших домах, дзе вы будете. І калі я ўбачу кроў, ад
будете сирот, и не будет сирот вас згубных мору, коли буду карать землю египетскую. И день гэты будет для вас на успомин, и будете святковать его, як свято Пана, праз усе поколения ваши, паводле вечного загаду будете святковать его. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Келих заповету, гэта кроў спасцы. Чым аддячу я Пану, за ўсе добрадзействы яго для мяне. Келих збаўлення узіму, і буду закликать імя Пана. Келих заповету, гэта кроў спасцы. Каштовная в очах Пана, смерть Яго святых. Я слуга Твой, сын слуги Твоей, Ты разорвал мои кайданы. Келих заповету, гэта кроў спасцы. Я принесу Тебе дару хвалы и буду закликать имя Пана. Виконую свои обязания для Пана перед усім Його народом. Келих заповету, гэта кроў спасцы. Пакармам вызвалення Божого люду нового заповіту з'являється Євхаристія. Святий апостол Павел передає нам описання її установлення. Євхаристичний пакарм – це пасхальна вечера нового баранка. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, я прийняв от Пана тое, що і вам передав, що Пан Єсус у тую ночь, у якої був виданий, узяв хліб, подякував, поламав і сказав: «Гэта тело моє, якое за вас буде видано. Гэта чините на мою пам'ять». Так само взяв після вечери келих і сказав: «Гэта ёсць келих нового заповіту у крові моєї. Кожны раз, коли його будете пить, чините гэта на мою память. Кожны раз, коли будете есть гэты хлеб и пить с гэтага келиха, обвяшчайте смерть Пана, покуль ён не прыйдзе». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тобі, Владар веков, Хвала Тобі, Владар веков. даю вам новую заповедь, как любить один одного, як я полюбив вас. Хвала Тобі, Владар веков. Постава Христа, які мої ноги, постава повної любові,
з'являецца умовай плённага ўдзелу ў Еўхарыстыі. Христос сёння абавязвае нас да праўдзівай любові. Пастава любові з'яўляецца найважнейшым запаветам вучняў Хрыста. Любоў – гэта ачышчэнне і праўдзівае вызваленне ад грахоў. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia wedle Jana. Chwała Tobie, Panie. Перед святом Пасхи Jezus, ведаючи, що прийшла година Ягоного перейстя з гэтага свету до Отца, полюбивши своих у свете, до решты их полюбил. И подчас вечери, коли дьявол уже схилил сердце Юды Симона Искариота, как выдать его, Jezus, ведаючи, что Отец все отдал у руки Ягоные, и что он вышел от Бога и до Бога иде, устав за стола, скинул верхнюю вопратку и, взявши полотно, подпервязавшися, потом налил воды у мису и почал обмывать ноги учням и вытирать полотном, яким был подпервязан. Подошел до Симона Петра, то и сказал ему: «Пане, ты хочешь обмыть мне ноги?» Jezus отказал ему: «Тое, что я роблю, ты теперь не разумеешь, але зразумеешь пасля». Сказал ему Петр: «Не обмыешь николи мне моих ног». Jezus отказал ему: «Коли не обмыю тебе, не будешь иметь уделу со мною». Симон Петр каже ему: «Пане, не только ноги, але и руки и голову». Сказал ему Jezus: «Обмытому треба только ноги обмыть, бо увесь чистый, и вы чистые, але не все, бо ведал, кто выдаст его, тому и сказал: не все вы чистые. А коли обмыл им ноги, опранул вопратку свою, и знов сел за стол и сказал им: «Ти разумеете, что я зробил вам? Вы меня называете наставником и паном, и добро кажете, бо я и есть. Коли ж я, пан и наставник, обмыл вам ноги, то и вы повинны обмыть ноги один одному. Я дал вам приклад, как и вы робили, як я зробил вам». Это слово Пана. Слава Тебе, Христе. Можно сесть. Доброе было последний, кто может делать. Сьогоднішня літургія, якою ми розпочинаємо так званий Святий Тридул Пасхальний, називається іначе Великий Четверг або літургія Вечері Пана. Бо сапраўды мы сёння ўсе запрошаныя, як гэтыя 12 апостолаў на гэтую вечеру, дзе будзем спажываць, маю надзею, што амаль усе, каму дазваляе сумленне, сапраўдную вечеру разам з Езусам Христом. Але чым яна ёсць? Бо мы ж кожную недзелю прыходзім, кожны дзень некаторыя, і спажываем святую камунію, прынимаем Пана Езуса у нашае сэрца. Сёння мы пачулі падчас Слова Божага два апісы устанаўлення Эўхарысты. Адзін найстаршы – гэта Карынцянам, і адзін наймалодшы – гэта з Евангелій паводле святого Яна. Чаму найстаршы? Бо першы опіс гэтага лісту да паслання да Карынцян быў напісаны болей-меней у 57 годзе, а яшчэ дакладней быў напісаны некалькі дзён, а можа тыдняў перад самой Пасхай. І калі вы адчыніце, хто-небудзь з вас, першае пасланне да Карынтанаў, 11 раздзел, вельмі добра было, каб прыйшлі да хаты гэта ўчынілі, то ўбачыце, што там святы Павел
вельми моцна навучае, што мы можам страціць, што мы трацім вельмі час падчас літургіі, а чаго мы не бачым, а што бачым. І сапраўды там ёсць вельмі вялікая клутня адбываецца паміж вучнямі аднымі, а другімі, што хто мае каму служыць, але таксама святы Павел навучае, у які спосаб чалавек мае прынимаць, спажываць цела Езуса Христа. І чым яно ёсць? Святы Павел говорить там более-менее, что вы комара вылавливаете своего компоту, а слона споживаете, він вам не мешает. І сапраўды, бо губится сенс Евхаристии, про якую вельми часто говорит святый Павел, сенс справавання святой імши, сенс прыняцця Езуса Христа у свое сердце. А чым ёсць гэта? Святы Павел там дае два прыклады, можна сказаць, два слона, якія трэба вылавіць, каб убачыць гэтага камара, які нам мешае нібы спажыць. Бо гэтым камаром есть вельмі часта што? Людзі звяртаюць падчас святой імшы, альбо што прыцягвае чалавека на святую імшу. Трэба было у першай чарзе сказаць. Некаторых, шмат з нас, прыцягвае лічнасць якогосьці святарства. Якісьці свята, якаясьці асоба, якіх з парафіі забіраюць, що перестануть ходить. Треба задать себе питання, для кого я прихожу на святую імшу? Коли хто-нибудь приходить на святую імшу для ксенза Яна, то задумайтесь на это. Або для ксенза Александра, задумайтесь на это. Коли хто-нибудь приходит на святую імшу для папы римского Францишка, бо може им подобається кому-то, так это не сенс святой імши, братья и сестры. Это не з'является гэтым литургия. Я не хочу своей особовостью когось до себе притянуть, как кто-то покахал меня вместо Пана Иисуса. Святар не повинен прикрыть наиважнейшее, что отбывается подчас кожной святой імши. И про это говорит вельми моцно святый Павел. У своем послании, докладно у 11 разделе послания до Коринтян, где есть самый первый опис Евхаристии, як она отбывалась. Другий сенс этой Евхаристии, это подчас реколекции Павлу VI Левий, який ксьонз таки гласил реколекции, сказал, что вельми часто Єсуса Христа споживають якийсь бутерброд, якусь канапку. Не признають у тим, що Ісус Христос там собрав, що Він не з'являється цією платкою. І часто ми приходимо, можна почути перед святами Божого народження, перед сумісним посилком, так званими колядками, приходять як добыть оплатки. Никто говорит, не бываем Иисуса Христа. Нет, это не Иисус Христос. А вы приходите у Великую Субботу, как осветить яйка на вигилийный стол. Нет, это не является Иисус Христос, якого мы споживаем. Вот чим есть сапраўдны сенс принятия коммунии святой. У першей черзе святый Павел на это так само хочет сделать увагу, что святая коммуния — это не то, что мы споживаем, что чуем смак якийсь, больше перца, меньше соли, больше воды. Але святая коммуния має человека переменить. Наше сердце. И в этом есть Евхаристия. Бо Пан Иисус не переменил хлеб. Он оставил себе у кавалку хлеба. И так само хочет переменить, не переменить этот хлеб, а хочет, чтобы мы переменились. Пан Иисус вельми часто до святой сестры Фаустины у приватных объявлениях говорил: «Ты моя хостия, ты моя хостия». Вот святая сестра Фаустина переменилась, дякуючи Слову Божьему, дякуючи тому, что поверила в Пана Иисуса и его приняла. Дякуючи этой самой Евхаристии, она переменилась у хостию. Иисус Христос называет. И в этом есть сенс сапраўднай Евхаристии. Как перемениться у тела Иисуса Христа, как перемениться у Ягоную кровь. Как не только думать, что мы споживаем Иисуса Христа, мы его спожили и все. Він має нас перемінити, навчити нас справного життя. Другий опис, який ми сьогодні почули, установлення Евхаристії, був написаний у годах 90-х, це більше, ніж 30 років після першого опису. Ян Апостол, наймолодший з апостолів, описує другий опис вечері Пана. І на що звертаємо увагу? Браті і сестри, коли ви докладно слухали сьогоднішнє Слово Боже,
та святий Ян апостол евангеліста не ўжыў ні аднаго слова перамены. Вось цела маё, вось кроў моя. Нема гэтых слов. Нема ні аднаго слова эўхарысты. Ёсць толькі адно, тое, якое мы цытуем. Гэта чыніце на маю памяць. А што гэта чыніце на мою памяць? Сэнсам вечеры з Ісусом Христа для Яна апостола было обмытие ног. Чым воно з'являється? Перапрашанням, брати і сестри. Подчас святої імши ми сюди закликані, як на початок перепросить Пана Бога, благовольно споведаємося Богу всемогутнему. І вам, брати і сестри, з тим братом і сестер, що зграшив я, вельми, не звичайно, але моцно зграшив, навіть найменший мой грех. І одличиться так само вельми може бути тяжким грехом у відносинах до другого чоловіка. Може дати великую кривду. Можна вельми часто почути подчас сповіді, як хтось приходить сповідатися вельми редко. Ксьонц, я ж нікого не забив, нікого не зарезав. Так що там проти цієї заповіді? Можна забити когось словом, браті і сестри. Можна забити почерком своїм. І це лишиться грех великий. Позабрати когось надію на лепше життя. Дать комусь смуток можна влить у серце. І хтось ці людей вже імеє до мене ненависть. І ми говоримо, я нікого не забив. А це забивання словом воно ще більш болить, чим нормально. Бо нормально кому-нибудь голову одрежуть, так раз почув і все. А слово можна носити його 50 років, 60 років в своєму серці. І буде воно потихоньку там резати це серце, колоти. І Ян апостол, евангеліст, говорить, що треба нам так само взять миску и обмыть ноги, czyli перепросить один одного за учиненное зло, якое мы учинили, кого покрыть. И это есть так само литургия святой Імши. Вот без яе нема дальнейшей частки. У другим месте почуем надаремное есть ваше складание волов, баранов, ослов, великих ахляр, какие вы складаете, пока вы не поєднаєтесь своим ближним. У Евангелии почуем, остав дар свой перед алтаром, и припомни, что ты маешь прости, альбо кто-нибудь мая против тебе ближнего своего. И иди, поеднайся, иди возьми эту миску, из этой миски пойди до этого человека, умой ему ноги и перепроси. Братья и сестры, нехай гэты час, початок так великого тридума, я вельми моцно, оно мне подобается, вельми моцно переживаю, особливо на початок, коли заспівана була пісня «Барка». Пам'ятаю, подчас этой пісні мене з дому вели у вінку до першої моєї Евхаристії, яку я міг відправити у своїй парафії, імшу провінційну, Прима. Нехай кожна ваша імша, на яку ви сюди приходите, але так само моя, яку я відправляю, буде по Приму, перша і єдина. Чому? Як ведаємо, що ми можемо найбільше пережити? Не то, що переживаємо сотый раз, а то, что переживаем первый раз. Нехай это Евхаристия, это наше тридум пасхальное, якое, может, кто-то из вас переживает 40-й раз, кто-то 50-й, а может, кто-то первый. Будьте заправды по Приму, первый. Как мы пережили святое, с мертвых повстания, наиважнейшие святые христианства, для яких маем приготавливаться, для яких нас приготавливают на другое прийстя Иисуса Христа. Братья и сестры, нехай за тим келих збавлення, це кров збавця, який ми заспіваємо. Це свята імша, яку ми розпочинаємо, це пригожий тридум. Сьогодні, під кінець святої імши, я вас не поблагословлю. Це не тому, що я забудусь. Завтра, під час літургії крижа, завтра я вас не поблагословлю. І так само не розпочнемо наше набожество знаком крижа. Бо ми от гэтага моменту триваємо в одной великой таємниці віри. Бо це велика таємниця віри, яку Ісус Христос віддав своє життя за кожного з нас. А затим нехай кожен з нас у серці своїм просить Пана Бога, щоб ми могли годно пережити ці 3 святые дні, яким з'являється одна свята імша, якою ми триваємо від початку цієї великої святої Евхаристії, якою удельничав сам Ісус Христос і 12 апостолів,
на який ми тепер так само запрошені. Он з'являється так само і у святарстві, з'являємося святарами, які так само покликані. І так само з'являємося апостолами. Чому? Бо ми у своїх царів. Потім, маючи своїх дітей, ви коли Слово Боже передаєте. Так само його з'являється тими, хто є пророк, хто з'являється апостолом, який навчає і дає прикладом Слова Божого. А затем, браті і сестри, повстанем і будемо просити Пана Бога у наших інтенціях до Бога, який праз крижовую ахвяру свого Сина жадає, как мы складали в ахвяру самих себе, узнесем наши супольные просьбы и молитвы. Молимся за Божий костел, как збирав человечество за сусветным евхаристичным столом, за спольным евхаристичным столом. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Пан Бог дал ему ласку верного служения Божьему люду. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святоров, как целебровали Пресвятейшую Ахвяру, спашанную и глубокой верою. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за удельников религийных рухов, как яны клопотились об распаўсюджванні доброй новины у сучасном свете. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраных, как мы зразумели, что в кожной святой мши здійсняется откупление человека и свету. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Боже, дякуючи Тобі за найсвятейший дар откуплення, який обновляється у кожній святої мші, просим, одари нас своєю ласкою, як ми годно удельничали у гэтым таємниці збавлення, праз Христа Пана нашого. Аминь. 42. Ой, народе, что тебе сопил я, чем виноватый, над тобою был я. Я тебя вывел с моцы фараона, а ты нашим пришли наранённый. О, мой народе, что тебе сродил я, чем виноватый, пред тобою был я. Я идем тебе в рай, сонечный и бледный. Ты ж мне признашил смерти знаменный. О, мой народе, что тебе сродил я, чем виноватый, пред тобою был я. Я тебе выбрал Божию лозою, а ты мне Господь дал замест напою. Молитесь, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный,
Няхай вам Бог прийме ахвяру з рук твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Panie nasz Boże, dopomaży nam godno udzielniczać w tych świętych tajemnicach, bo kiedy my składamy eucharystyczną ofiarę, zdійsняється sprawa naszego odkupienia przez Chrysta Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Ukoru sercy. Uznосimy dla Pana. Подякуєм Пану Богу нашому. Ona i sprawiedliwa. Zaprawdy godna weta jest sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. Как мы завсёды и всюdy Тебе складали подяку. Panie święty Ojcze, Всемогутny, wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego. I On, zaprawny i wieczny świętar, ustanowił obrad niespłynnaja chwiary. I pierwszy Ciebie samego przyniósł Tobie jak chwiaru zbawienia. A nam nakazał składać je na wspominę w sobie. Jego ciała za nas ofiarowane, это духовный посилок, jaki nas umacowuje. A krew za nas prolitая, это духовный напой, jaki nas очищает. Тому разом с хорами ангелов мы прославляем Тебе, с радостью ускрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вершинах. Милостивый Ojcze, покорно просим и молим Тебя про Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил гэтые дары, гэтое приношение, гэтую святую и беззаконную ахвяру, складаем ее Тебе, найперв за костел Твой католицкий, святый, будь ласкавый одарить с упокоем, обновить, еднать и керовать им во всем свете, разом со слугой Твоим, папом нашим Франтишком, biskupom naszym Kazimierem i всеми, kto wierno zachowuje i wyznaje katolicką i apostolską wierę. Pamiętaj, Panie, про слугов Твоих и про всех тут присутных, верую отданость, яких Ты ведаешь. За их мы приносим Тебе гэтую ахвяру хвалы, и они так само ее Тебе приносят за себе и за всех своих близких, за откупление своих душев, за надею на збавление и уратование, взносят свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У едности с усім костелом, у найсвятейший день, коли Пан наш Иисус Христос был отдаден за нас, найперв спашаною вспоминаем благословленную за всеми Панну Марию, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника Найсвятейшей Панны, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Симона, Тадеуша, Ильяна, Клеета, Клеменца, Сектеса, Корнелия, Киприяна, Лавренция, Хризагома, Яна, Павла, Косму и Дамяна, и всех святых, про их заслуги и молитвы, нехай во всем оховывая нас Твоя опека.
Пане, ласкаво прими, просим гэтую ахвяру ад нас, Твоих слугаў, и от усей сям'и Твоей. Складаем ее Тебе на успомин того дня, коли наш Пан Иисус Христос наказал учням Своим здійснять таємницю Своего тела и крови. Заховай дни наши у Твоим супокои, збав нас от вечного осуждения и долучи до Твоих выбранных. Просим Тебе, Боже, мощью Своего благословения, освети гэтые дары и учини их досконалою и милою Тебе ахвярой, как стали яны для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки, для збавлення нашого і усіх людей, это значить, сьогодні Ён узяв хлеб, у свои святые и достойные руки поднял очи до неба, до Тебе, Бога своего, Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері взяв гэтый почесный келих у свои святые и достойные руки, знов Тебе подяку складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будзе пролита дзеля отпущения грехов. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещаем себе свою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твое присягание. Пане, мы слуги Твои и Твой люд святый, вспоминаючи благословленную новую воскрешение, а так само хвалебное у Него ушествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей с Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного разбавления. Взглянь на ее милостиво и спогадно, и ласкаво прими ее, як принял дары праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патриархи нашего Авраама и святую да беззаганную ахвяру, якую принес Тебе наивысший святар Твой Мелхиседек. Покорно просим Тебя, Всемогутный Боже, загадай своему святому Аню занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь перед обличием Твоей боской величи, как заўсёды все мы, якія удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара и прымаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отрымали щедрое небесное благословение и ласку. Памятай, Пане, так само про слугов Твоих, якія адышлі перед нами со знаком веры и спять у супокоя. Просим Тебе, Пане, дай им и усім, кто спочиває у Христе, пробывать у месцы утешения, святла и супокою. Так само и нам, грешным слугам Твоим, якія сподяются на великую милосердность Твою, будь милостивый дать удел у едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Степаном, Матеем, Варнавом, Игнацем, Александром, Марцелином, Петром, Фелицитой, Перпетуей, Агатой, Луцией, Агнешкой, Цицилией, Анастасией и усими святыми Твоими, уведи, просим, и нас у их супольность, не для наших заслугов,
але дякуючи Твоєму пробаченню праз Христа, Пана нашого, праз якого Ты, Божа, все гэтыя доброты неспынно ствараешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Божа, Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, да отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего спасенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и заховали всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое царство и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, яхай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Слава Божий, яки грешна сяди, грехи свету, змилуйся над нами, баранку Божий, яки грешна сяди, грехи свету, змилуйся над нами, баранку Божий, яки грешна сяди, грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечерю Його. Пане, я не богатый, как Ты войшел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
святую камуню так само выйду на початок удзяліць на вуліцы, а потом вернуся сюда і прысцелю. Добра? Покров святая, покров откупления, напой житёвый, с неба нам посланы, ласки крыница, осана избавления, ты правильно лежишь раны. О, кровь святая, ереху укрыта, как наши души ты собой поила, грешных крыница, милости открыта, как устье провины смыла. О, кровь святая, о, кровь откупления, с Божьего сердца ты выток свой мела, вечно хай будет хвала и поклонение на земле тебе и в небе. О, кровь святая, о, кровь откупления, напой житёвый, с неба нам посланы, ласки крыница, осана избавления, ты правильно грешишь раны. 36. Усадивай милый, я твой вид медилый, образ умный нашу, Иисус Бог мой Паша, укрывай, проливает, боли страх прямо стискает, как Иисус там близкий, был он близкий смерти, ерих муки гордай, и он принял покорно, собойца прославить и народ свой избавить. Там ангел разбавляет, брат покутай, узнаёт, ах, Иисус мой Пане, стомленный змаганием, учни засынают, славцу покидают, здравник надыховить, жавнеров приводить, а залунка своего пана выдавена казнование, как Иисус мой Пане, скупи
принял уроках, следом ганьбу и судах. Моей ученики, поздравили, до крижа его привели. Он терпел явно за мои крови. Христово тело за нас окряла, Христово тело за нас окряла, Христова кровь за нас пролита, Христова кровь за нас пролита, Христова кровь для нас пролита, Христовый Бог для нас пробитый, Христово сердце для нас открыто, Христово сердце для нас открыто, Христовый крик для нас спасение, Христовый крик для нас спасение, душа Христова нас освящает, душа Христова нас освящает. О Христе, Пане, нас Твоей рай. О Христе, Пане, нас Твоей рай. Помилуй нас, даруй праведный, помилуй нас, даруй праведный, Христово тело за нас окряла, Христово тело за нас окряла, Христова кровь за нас пролита, Христова кровь за нас пролита. Молимся. Всемогутний Боже, учениками у часовим житті умацованные вечерею Твоего Сына, заслужили стать удельниками Его небесной гостины.
jaki żywie i wладарить na wieki wieczne. Krótkie objawy. Przypominаю, завтра у 19:00 rozpoczniemy nasze nabożeństwa krzyżowym szlachem. Zapraszam завтра мужчин, как пришли. Принаймні 10-15 хвилин ранее, как можно было раздать крыжовый шлях. Этого сегодня ничего не будем. Одразу за это дякую, что допомогут. Завтра будет доброе надворье. Пан Бог нам поблагословить. Да, крыжовый шлях отбудется вокруг каплицы. Затем отбудется набожество крыжа. И после этого отбудется адорация Пана Иисуса. Wiadomo, jak to jest. Сегодня за хвилинку пройдем процессийно с Паном Иисусом до темницы. Адорация в нашей каплице будет трвать до 22:00, коли кто хочет остаться. Больш подробязный расклад набожеństwa придумано находится на дошце объяву, можно его за ним сочинить, так само на наших сторонках в соцсетях, а так само на сторонце YouTube, на якого мы так само трансмитируем все наши набожеństwa, які відбуваються. Дякую великі вам ще раз за пожадання, за подарунки, за молитву, особливо в першій черзі за молитву, бо справді ця молитва вона потрібна. Шмат есть разных спокусов, человек их переживая, але тільки дякуючи Пану Богу, можна у этом свете штосьці сапраўднага найсці, сапраўдную каштоўнасць, якой Бог нас призыває. За хвилинку помолимся молитвой до святого Архангела Михаила, затем отбудется комментарий перед процессией, а затем заспеваем славу языку таємницю, не видихати на русском мові, не пам'ятаю, але щось таке пісня є. Можна її назвати, як у людей пошукати списку, яка є. Номер 6. Читаємо. Святий Архангел Михаила. Держи нас у змаганні, пусть нам обороной, супроть спокусы и пастать злого духа. Покорно просим, някай яго знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якія на згубу душную по свете. Пасля вечеры Иисус один на один молился Отцу у Оливном саде. Отказываючи на любовь Бога, человек повинен открыть свое сердце и присвятить много часу молитве и пробиванию с Богом. Теперь отбудется перенесение наисвятейшего сакрамента до темницы. У духу вдячности, спеваючи гимн прославляй язык нестомно, пойдем у процессии за Иисусом, как тривать им у адорации. Славьте Его святая милицу, тело крови, Бог явил воскресницу, в час идем земных крови. Той, кто мать имел тягицу, спался свету похвалы. Народился с чистой девы, святой смолить людский род, и он посреди Нивы тернет, слово принял и народ. Судом он тады бессмертным, скончил там послание ход. Ночам Божьим мудрый вечеры, стрели, что продали зло. Здесь не учит свой належит, я закон попробовал. Учням сам себе доверил, и без рук своих не дал. Словом делаю на словом, спасение тело в плен. Родину и
здоровье, даст такого только веры, сердцу моц радает. Этой вечный сакрамент ушануй нашем все, тратить здоровье права, Божье новый заповедь, что нам разумеет тумачить, свято веры принять. Богу вечному Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, Духу вечного святла. Аминь.